Норм. Я приехал из Крыма, живу в маленьком селе, работаю фермером. Недавно лично принимал роды у коровы. О, расскажи. Это очень тяжело, даже тяжелее, чем назвать любую вторую песню шамана. Я погружен в сельское хозяйство. Мы с семьей занимаемся выращиванием зерновых, масличных культур, ну а также разведением крупного рогатого скота. Юмором я начал заниматься с 2017 года, с университетских времен. Я 4 года играл в КВН. Это были прекрасные и очень веселые времена, но они подошли к концу, и с 2021 года я начал делать первые шаги в стендапе. Мой первый телевизионный опыт вообще-то был здесь, в Крыму. В 2023 году я принял участие в шоу «Чисто крымский стендап». Там было 12 комиков, которые претендовали на победу. Я по итогам занял 2-е место. С тех пор я все больше захотел заниматься стендапом и попадать в различные проекты. Я очень сильно туда хотел попасть. Еще когда шел первый сезон, я за ним следил и увидел, что набирается кастинг для 2-го сезона. Я сразу подал заявку, поехал в Москву, удачно прошел кастинг, попал на передачу, и в этой передаче мне даже удалось выиграть главный денежный приз. Недавно еду за рулем, а впереди меня машина, и у нее надпись на стекле: «Осторожно, татарин». А я сам крымский татарин подумал, а что, собственно, бояться? Ну, наоборот, если перед каким-то устрашающим словом добавить слово «татарский», то оно становится менее опасным. Ну, например, «вампир». А что, если татарский вампир? Татарская...